Если бы я продвигалась как психолог по отношениям, я бы точно не говорила про уровни романтической инициативы партнера. Потому что они это читают и думают, что, блядь. Они не понимают, на каком языке вы с ними общаетесь. Они понимают только то, что подруга выложила в сторис букет, муж подарил вот просто так. Она вот на это все смотрит и думает, а мне мой Сережка последний раз когда вообще цветы дарил? И ей сразу грустно, она сравнивает, что она какая-то не такая, с ней что-то не так, подруга ее лучше, и муж у нее лучше. Вот это боль клиента, а не низкий уровень инициативы партнера. А банальный вопрос, почему моей подруге дарят, а мне не дарят. Понимаешь, она ищет не уровень повысить эмоциональную близость, она думает не терминами, она думает моментами, когда ей стало неприятно, непонятно. И когда ты в контенте говоришь на ее языке, она смотрит и думает, блядь, ну это же я подпишусь, я куплю, я буду смотреть твой контент, потому что я тебя понимаю. Я понимаю, о чем ты мне говоришь. И спасибо, если ты будешь помогать мне решать мои проблемы. Но если ты говоришь сложно, то она уйдет к тому конкуренту, кто ей просто на пальчиках все объяснит. Как создавать тот контент, который ваша аудитория будет понимать, я рассказала в описании.